Сопротивление равняется напряжение поделить на силу тока. Посмотрим, что получится. Дальше нам нужно записать уравнение для этих грузов, для того, чтобы решить задачу. Добрый день, дорогие телезрители! Приближается пора экзаменов, в частности, экзамены по физике, ОГЭ и ЕГЭ. Дети сейчас усиленно готовятся, но, тем не менее, поступает много вопросов от родителей и детей, как эффективно подготовиться к этим экзаменам. Сегодня мы с вами попробуем ответить на эти вопросы. Подготовка к экзамену – процесс системный. Можно сказать, он начинается с 7 класса, когда дети начинают изучать физику. Очень важным этапом является экзамен в 9 классе. Это, так сказать, первая ступенька к ЕГЭ по физике в 11. Ее нужно обязательно пройти для того, чтобы хорошо сдать экзамен по физике в 11 классе. При обучении физике важно раскрывать всю суть физических явлений, раскрывать глубину физических процессов. Именно такая методика, я считаю, и даст хорошие результаты. Я совмещаю решение задач с экспериментами, и мне это помогает, и ребятам это помогает в подготовке в общем по физике и в частности к экзаменам. Сегодня мы с вами поговорим о законе Ома и о мощности электрического тока. В частности, нам нужно будет с вами сегодня научиться правильно рассчитывать сопротивление проводника, конкретно резистора, и вычислять мощность тока, который выделяется на нем. Итак, скажите мне, пожалуйста, чтобы рассчитать сопротивление резистора, что для этого нужно знать? Артур. Напряжение и сила тока. Напряжение и сила тока. Хорошо. Ниргун. Для того, чтобы мощность тока рассчитать, что нам нужно знать для этого? Сила тока и напряжение. Вот, опять сила тока и напряжение. Так, хорошо. Давайте с вами запишем закон Ома сейчас, а потом из него выведем сопротивление проводника. Запишите, пожалуйста. Итак, запишем с вами закон Ома. Это сила тока, напряжение делить на сопротивление. Ниргун, выведи, пожалуйста, отсюда сопротивление. Сопротивление равняется напряжение, разделенное на силу тока. Сопротивление равняется напряжение поделить на силу тока. Хорошо. Мы сейчас с вами будем рассчитывать сопротивление реального резистора, то есть не теоретические данные будем брать, а данные из нашего эксперимента, который вы будете проводить. Ребята, достаньте необходимое оборудование для того, чтобы нам рассчитать сопротивление резистора впоследствии. Сейчас, ребята, зарисуйте схему, с помощью которой можно будет рассчитать сопротивление. Давайте посмотрим, как вы выполнили схему. Так, хорошо. Хорошо, можете приступить к сборке электрической цепи.
проверим. Так, хорошо. Отлично. Можете приступить к работе. Запишем еще формулу для мощности, которую Нюргун говорил. Сила тока умножить на напряжение. И сейчас по данным вашего эксперимента рассчитайте, пожалуйста, сопротивление резистора и мощность, которая выделяется на нем. Посмотрим ваши результаты. Так, хорошо. Тут полное совпадение. Отлично. Здесь результаты у вас немножко разнятся, но это ничего, это допустимо. Все, молодцы. Работа завершена. Ну вот, сейчас мы с вами не только повторили закон Ома, рассчитали сопротивление резистора и мощность, да, мы еще с вами это и на практике прошли. Теперь, я думаю, вот при таком подходе вы надолго это все запомните и сможете применить на экзамене. Также важно сказать ребятам уже в 10 классе, что подготовка к экзамену ЕГЭ по физике уже началась. Им нужно будет повторить материал 7-8 классов, изучить материал 10 класса, 11 класса впоследствии, да, постепенно подходя к экзамену. И, конечно, нужно не забыть про лето после 10 класса, в течение которого можно проработать хорошо физику в элементарном ее представлении. Вот. Так что же все-таки нужно, чтобы хорошо и успешно сдать экзамен по физике, как ЕГЭ, так и ОГЭ? Ну, я тут выделяю 3 основных пункта. Получается, первое, нужно качественно проработать теоретический материал, вот, чтобы знать все процессы, явления, хорошо, которые описываются в школьном курсе физики. Второе, нужно, конечно же, знать закономерности, формулы, понятия, определения по памяти. Это очень пригодится на экзамене. И третий пункт – это, конечно же, методика решения задач. Это очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание. Освоить методику решения задач по физике можно с помощью опытного наставника. Это, конечно, оптимальный вариант, потому что при решении задач возникает очень много вопросов, разных нюансов и так далее. А квалифицированный специалист, конечно же, здесь поможет разобраться гораздо быстрее. Вот. Тем более, что в задачах формата ЕГЭ по физике есть свои особенности, которые нужно знать. Сейчас мы с вами решим задачку из динамики на движение связанных тел. Вот я подготовил текст, у вас есть. Груз массой 520 грамм соединен с грузом массой 500 грамм невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок. Смотрите рисунок. Чему равен модуль ускорения груза с меньшей массой? Чтобы не просто решить задачу, а лучше понять весь процесс, мы сейчас с вами посмотрим на эту установку в реальной жизни. Посмотрите, пожалуйста, вот я приготовил для вас специально блок неподвижный. Вот он вращается с желобом. Нить, которая выдержит высокую нагрузку. И 2 груза. Масса их сейчас одинакова. Вот. И сейчас вся система находится в равновесии, как вы видите. Хотя она может, конечно, прийти в движение при некоторых условиях. Что нужно сделать, чтобы эта система пришла в движение? Нужно увеличить массу одного из грузов. Верно. Давайте это сделаем.
посмотрите, пожалуйста, у меня здесь сейчас гирька массой 20 грамм. Масса этого груза 500 грамм, этого 500, но сюда я добавляю еще. Ну и давайте немножко выше поднимем, вот так, и посмотрим, что получится. Вот так. То есть система пришла в движение. Как вы и сказали, чтобы система пришла в движение, нужно поменять массу одного из грузов. Тогда она начинает двигаться, и движется она с некоторым ускорением. А сейчас давайте решим нашу задачку. Итак, составим дано. Масса большого груза у нас 520 грамм, масса маленького груза у нас 500 грамм. Просят рассчитать ускорение одного из грузов, а конкретно они просят рассчитать ускорение маленького груза. Вот. Ну что ж, сделаем пояснительный рисунок. Маленький груз пускай будет здесь, большой груз пускай будет здесь. Единицы мы потом переведем, если потребуется. А сейчас нарисуем силы. Итак, на маленький груз действует сила тяжести М маленькая Ж. Сила натяжения нити действует на этот груз, который приводит его в движение. А возникает она из-за того, что у нас на большой груз действует сила тяжести М большое Ж. Ну и, естественно, придерживает этот груз та же самая нить силой натяжения Т. Вот. Ну и вопрос такой. Значит, у нас сила натяжения с этой стороны и с этой стороны будет одинаковая или разная, Алиса? Одинаково. Одинаково. Хорошо, правильно. Продолжим. Итак, вся система придет в движение, как мы и наблюдали на примере, в эксперименте. Большой груз будет двигаться вниз, маленький вверх. Движение это будет с ускорением. Вот так. Я сейчас обозначаю ускорение маленького груза А1, а большого груза А2, подразумевая, что они разные. Но одинаковые ли будут ускорения в нашем случае, Алиса? Одинаковые. Одинаковые. Лиза, а почему они будут одинаковые? Потому что они связаны одной нерастяжимой нитью. Верно. Поэтому мы в дальнейшем будем обозначать их одной буквой. То есть А1 равняется А2 и равняется А. Дальше нам нужно записать уравнение для этих грузов, для того, чтобы решить задачу. Вначале я здесь проведу ось Y, которую можно проводить как вверх, классически, так и вниз. Это мы сами выбираем, как нам удобно. Ну, пусть будет вот так. Итак, значит, смотрим на маленький груз. У него, значит, какие силы на него действуют? Это сила натяжения нити и сила тяжести, что приводит к движению с ускорением. Я записываю сумму сил для этого грузика. Т плюс М маленькая Ж равняется М маленькая А. Для второго груза также я запишу Т плюс М большое Ж равняется М большое А. Это в векторной форме. Но теперь нам нужно записать в проекциях на ось Y. И я записываю уже с учетом знаков. Смотрю на маленький груз, сила натяжения нити направлена по оси Y, а значит она будет с плюсом, положительная. Вот это вот. М маленькая Ж, сила тяжести для маленького, она направлена против оси Y, и поэтому она будет уже отрицательной, с минусом. Что у нас с ускорением для маленького груза? Оно направлено по оси Y и будет положительным, значит я запишу просто МА. Для второго груза также мы запишем уравнение. Сила натяжения нити по оси Y, она положительная. Сила тяжести, она отрицательная. Вот. И
самое главное, у нас ускорение второго груза направлено против оси Y, и оно тоже будет отрицательным тогда. То есть равняется минус m большое А. Вот так вот. Вот эту особенность, вот этот момент нужно обязательно учитывать. И если что-то направлено против оси, то это будет со знаком минус. Вот. Ну что ж, у нас есть два уравнения, которые мы можем решить совместно для того, чтобы рассчитать наше ускорение. Давайте сделаем это. Я сейчас из этих двух уравнений выведу силу натяжения нити. И у нас получится вот такая система уравнений. После чего мы можем приравнять правые части. Давайте сгруппируем вот эти вот записи, где у нас ускорение есть. У нас получится вот так. А это перенесем с минусом. Минус m маленькое g. После чего мы можем здесь ускорение вынести за скобки и вывести нужное нам ускорение. Итак, здесь выносим за скобку а m плюс m большое. Здесь у нас получается выносим g. m минус m маленькое. И в конце концов я вывожу наше ускорение А. Так, получается у нас g m минус m маленькое делить m плюс m большое. Остается рассчитать. Расчетами можете сейчас заняться сами. Посчитали? Да. Мгм. Сколько получилось, девочки? 0,196. Угу. 0,196 тысячных. Хорошо. 0,196 тысячных метра на секунду в квадрате. Ну, здесь немножко вот так запишем. Все, задача решена правильно. Ну, как вам решать с экспериментом? Лучше, понятнее? Да. Хорошо, так и будем делать. Многие родители интересуются, можно ли самостоятельно подготовиться к единому государственному экзамену по физике. Да, можно. Для этого нужно выстроить правильную линию подготовки. Я дам несколько советов по этому поводу. Начну я с литературы. Литературу я разбиваю на несколько категорий, которые требуются для подготовки. Первая категория – это у нас литература, направленная на изучение теоретического материала. Например, хорошо для этого подходят учебники физики 7-8 классов, чтобы восполнить знания. Дальше справочные материалы Кабардина. Очень неплохое пособие, где все так основательно, лаконично изложено. Если есть у ребят время, допустим, летом после 10 класса, то можно было бы почитать вот такой трехтомничек Ландсберга «Элементарная физика», изложена доступным, понятным языком. Жданов «Методическое пособие», где также очень хорошо описываются физические процессы, явления по различным темам. Вот. Следующая категория – это задачники. Например, задачник Рымкевича очень хорошо подойдет для того, чтобы
закреплять пройденный материал, проверять себя на знания. Есть даже такое выражение, что тот, кто прорешал полностью задачник Рымкевича, сдаст ЕГЭ по физике на 100 баллов. Вот. Еще один хороший задачник для проверки своих собственных знаний – это сборник задач от всех именитых физиков, которые представляли свои сборники, под редакцией Московкиной и Волкова. Вот. Дополнительно можно, конечно, использовать различные задачники других авторов, например, Парфентьева, Громцева, Степанова. Это уже на выбор ученика, что ему больше подходит, нравится. В третью категорию я включаю тестовые задания. Они могут быть как тематические, по определенным темам, или же типовые экзаменационные варианты, то есть по вариантам. Вот. Рекомендую, конечно, из авторов Демидову. Вот. Считаю, что наиболее приближенные задачки к ЕГЭ – это от этого автора. Кроме того, можно, конечно, еще, если позволяет возможность и время, решать тесты от Монастырского или от Вишняковой. В четвертую категорию литературы я включил пособия, которые называю «Сам себе репетитор». Например, рекомендую вот Парфентьеву, Громцева, неплохое пособие. И есть еще другие многие, например, от Савченко, от Власовой, их тоже можно использовать. В пятую категорию, это категория задач повышенной сложности, я включил пособие от Вишняковой, углубленный курс физики с решениями и указаниями. Два пособия. Это углубленный курс и отличник ЕГЭ. Вот. Можно также использовать еще и задачники именитых авторов, таких как Гольдфарб, Бендриков, Буховцев, Черноуцан. Конечно же, кроме литературы, которую я сейчас здесь описал, можно пользоваться еще и интернет-ресурсами. Это очень мощный способ при подготовке к экзамену. К интернет-ресурсам я могу отнести такие, как канал Павел Виктор. Очень подробно излагаются темы по физике различные. Вот. И некоторые из них можно прорабатывать при подготовке к экзамену. Также нужно обращаться к открытому банку заданий ЕГЭ, брать оттуда варианты прошлых лет и прорешивать их. Есть еще видеоуроки от различных авторов, например, Time to Study. Там ребята очень неплохо рассказывают, можно смотреть, то есть выбирать на свой вкус. И можно воспользоваться какими-нибудь онлайн-курсами. Ну, тут я рекомендую пользоваться теми, которые уже проверены временем. В заключение могу сказать следующее. Решайте побольше задачек, тренируйтесь, занимайтесь самостоятельно. Тогда у вас будет результат гораздо выше. Регулярно участвуйте в пробных экзаменах по физике, хотя бы один раз в четверть. Так вы будете отслеживать динамику своего развития. И в преддверии весны, в преддверии поры экзамена хочу пожелать всем удачи, высоких результатов и поступить в тот вуз, в который вы запланировали.